Римма, а вот фэхэм, там х какая? Такая крестик, который или который стульчик? Который стульчик, татарская. Около кулак — это будто бы майор ФСБ, который прослушивает твои разговоры. Около кулак. Это, наверное, около килен сразу. Умная невестка. Сумма набирает, сумма приносит. Алья — колонка с ясалмой, потому что колонку назвали Алья, и создание приостановилось. Ты думаешь, в этом дело, то, что ее Олье назвали, поэтому? То есть, если бы ее назвали Римма, сейчас бы проект наверняка бы прям вот... И угадайте, с вами были настоящие Римма и Айнур или наши нейроизображения? Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар сялям и сянмисис, это Айда подкаст, меня зовут Айнур, и я учу татарский, мин татарща үйренем. Меня зовут Римма, хамин татарща үйретем. Римма, ну расскажи, очень не терпится узнать, какая сегодня тема. Сегодня у нас очень интересная тема, очень актуальная. Мы сегодня будем говорить про искусственный интеллект татарща. Слушай, тема действительно очень интересная, потому что вот прошлый год будто бы был прям годом искусственного интеллекта. Говорили только про него, говорили очень много про угрозы. Вот мы там отвлекаемся на войны, но не замечаем реальные угрозы в виде искусственного интеллекта. Ну, очень интересно узнать, как будет искусственный интеллект на татарском. Давай обсудим, как на татарском будем называть все искусственное, то есть не настоящее, не естественное, а созданное человеческими руками. Мы их называем ясалма. Ясалма от глагола ясарга — делать, рисовать. И интеллект искусственный, и искусственная улыбка у нас будет называться ясалма. Ясалма интеллект, ясалма елмаю. То есть, смотри, в английском этот термин AI, в русском ИИ, а в татарском будет, ну, наверное, если мы разложим на латиницу я, это будет Y и А, и будет YI. Ясалма интеллект. Слово интеллект есть на татарском? Кстати, вот хорошо, что ты спросил. В татарском языке очень много слов, которые могли бы заменить слово интеллект. Почему-то у нас очень много синонимов к этому слову. Наверное, татары ценят вот умных людей. Например, самое обычное, самое наше привычное слово — это акл. Про умного человека мы говорим акылла. Акылла каше. К ребенку обращаемся акыллом. Умница, умница моя. Есть еще слово зихен — сознание, рассудок. Есть слово фэхэм. Кстати, вот как раз специалисты, которые сейчас на татарском рассказывают про искусственный интеллект, они называют ясалма фэхэм. Как раз вот сокращение, про которое ты спрашивал, получается ЯФ. Римма, а вот фэхэм, там х какая? Такая крестик, который или который стульчик? Который стульчик, татарская. Фэхэм. Римма, смотри, что я заметил. Вот я недавно смотрел какой-то рилс про казахский язык, и там парень говорит, вот у казахов вот все, что делать нельзя, потом превращается в существительное. Например, там что-то не делай, эшляме, а вот эшляме — это какой-то вот существительный. Я понял, что в татарском то же самое. Например, тунгдырма — не замораживай, но при этом тунгдырма — это мороженое. Или, например, котлама, как бы не складывай, но при этом котлама — это такое блюдо. И получается, геосалма по такому же принципу, я правильно понимаю? Да, ясаларга — это создаваться, делаться, рисоваться, то есть рисунок рисуется, картина рисуется. Ясала. А если не рисуется, мы говорим ясалмый, не делается, не создается. Ясалмый. Масалян, например, у татар не делается умная колонка. Никак не создается умная колонка. Без татарларда ясалмый. Ты сейчас говоришь же о новости, то, что вот недавно вышло, что приостановился проект вот этой татарской умной колонки. Алья — колонка с ясалмой, потому что колонку назвали Алья, и создание приостановилось. Ты думаешь, в этом дело, то, что ее Олье назвали, поэтому? То есть, если бы ее назвали Римма, сейчас бы проект наверняка бы прям вот двигался бы вперед. Нет, если бы назвали Римма, откладывалось бы еще дальше. Окей, значит, смотри, умная колонка — это у нас около колонка. Около колонка. А колонка Сюзе тоже у нас, вот мы берем прям из русского, или тоже есть какие-то татарские аналоги? Давай попробуем перевести, но не дословно, не по предмету колонка. Например, мы можем назвать это около баш, около кулак, потому что он нас слушает. Яки около багана, умный стол. Выбирай как хочешь. Но пока мы еще остановились на варианте около колонка. Около кулак — это будто бы майор ФСБ, который прослушивает твои разговоры. Около кулак. Римма, смотри, а около колонка еще бывает же у ларда койда суюк, канализации, там только колонка есть. И вот, например, могла бы называться колонка, которая сама набирает воду, около колонка. Это, наверное, около килен сразу. Умная невестка. Сама набирает, сама приносит. Ну хорошо, пусть у нас... У татар, в принципе, я думаю, бүтін келінлер около,
да, я думаю, другого и быть не может. Около колонка, умная колонка, туда встроен голосовой помощник. У нас у Яндекса, например, называется Алиса, у Амазона называется, по-моему, Алекса, есть Siri. У татар должна бы называться Алия, если успеет. Как мы назовем на татарском голосовой помощник? Поможешь, Айнур? Наверное, ярдамще, но голос это Тауш. Таушлы ярдамще. Таушлы ярдамще, голос Тауш, а помощник ярдамще, Таушла ярдамще. А нельзя сказать просто Тауш ярдамще? Тауш ярдамще сидерга была, то есть помощник голоса. Но Тауш ярдамще у нас без всяких притяжений не будет использоваться. Просто Таушлы ярдамще, это будто бы звучит как не голосовой помощник, а типа помощник с голосом. Ну, хотя, наверное, это то же самое. То есть, кора безнен, около колонка, да, Таушлы ярдамще ящий. Дурисме? У нас нет цели придумывать новые слова. Мы обсуждаем те термины, которые уже используются в профессиональных кругах татароязычных, в журналистике, то есть которые сейчас в обиходе, которые применяются в речи. И вот поэтому у нас есть вариант «ясалма интеллект», «ясалма фэхэм», у нас есть вариант «около колонка», «около динамик», у нас есть варианты «таушлы ярдамще», «яки около ярдамще». Можем дальше продолжить. Что у нас еще относится к искусственному интеллекту? Ну, мне кажется, вот самое популярное, что было, это чат GPT и, наверное, Midjourney, например, вот генерация изображений, да, то есть, в принципе, какие-то сервисы по генерации изображений. Вот как по-татарски сказать генерация изображений? Есть тоже несколько вариантов. Мы можем назвать, как и художника, рясемесал, то есть, потому что этот Midjourney, он рисует картины. Мы можем сказать сурят булдару. Булдару, мы знаем это слово, потому что без булдарабас, а вот Midjourney сурят булдара, сурят булдару. Дибес. Сейчас применяются оба варианта. Мы можем сказать рясемесал, мы можем сказать сурят булдару. Окей, хорошо. Я вообще заметил такую вещь, что вот пока эти, то, что генерируют изображения, эти нейросети, да, они очень плохо делают татарскую культуру, потому что когда пишешь что-то татарское, там рисуют что-то, ну вот, либо жутко азиатское такое, ну, жутко не в плане плохом, а очень сильно как бы азиатское, либо очень сильно какое-то такое восточное, чего в татарском нету. Замечал ты такое, что, например, говоришь там на татарский мальчик, а он будет скорее какой-то вот афганский мальчик? Мы, например, пробовали рисовать Чак-Чак. Рисует у него, конечно, вообще далеким от Чак-Чака. Мы пробовали нарисовать семью татарских айтишников. Почему-то они какие-то арабские айтишники в пустыне. Я вот про это же и говорю, что видимо, очень мало данных было в обучении, ну, которые использовался в обучении этих нейросетей, со словом татары, татарские и какие-то другие ассоциации у него вылазят. То есть вот эта вот выборка, обучающая выборка, татар там было мало, поэтому нужно создавать либо свои сети, либо чтобы эти обучали. Кстати, а вот как будет нейросеть? Нейросеть? Тут все просто. Нейрошильтер. Шильтер — сеть, сетка, кружева. Шуанкрабес, нейрошильтер. Социальные сети, по-моему, тоже будет, да, социаль-шильтерлер? Социаль-шильтерлер у нас социальные сети. Да, социальные сети у нас тоже социаль-шильтерлер. Социаль-шильтердеге аккаунтлар. Социаль-шильтердеге контент. Эшталек. И как раз вот по контенту хотела сказать, пока у нас вот будет мало татарского контента в интернете, в сети интернет, у нас и искусственный интеллект будет подавать всякое восточное, арабское, казахское, когда мы будем запрашивать, нарисовать что-то татарское. Генерите контент на татарском, пожалуйста, много, побольше. Иначе так был хотя бы шанс, что мы выжили бы через искусственный интеллект, какой-то там прям, который голосовой помощник, который говорил бы «щен татар, ща матурите, бүтін сөздеріне, контекстіне, культураны были». А так, получается, вот будет у нас люди... Инопланетяне приедут, как в фильме «Искусственный интеллект» Спилберга, найдут маленького робота, скажут, что-то выведи татарское, он выведет арабское. Вот, чтобы такого не было, нужно делать контент. То есть после раз должны оставаться роботы, которые будут говорить на татарском. Альбетте, альбетте. Айнур, я предлагаю сейчас закрепить то, что мы сегодня обсуждали. Давай, я буду тебе задавать вопросы на татарском, ты будешь отвечать, соответственно, на татарском. Я потом скажу, где правильно, где неправильно, то есть попрактикуем татарскую речь. Айда. Мин әзір. Бик яхшы. Беренче сорау. Айнур, син ничек уйлыйсың? Менә бу ясалма фәһем безнең тавышлар белән татарча подкаст яздыра башлаячакмы? Бик шәп сорау. Менә әлбәттә.
Кемгәдер кирәк булса безнең тавышлар, мин беләм, алар безнең тавышларны менә бу подкастны алып, тиз генә генерировать итә алалар һәм безнең тавышларны куллана алалар. Һәм безнең тавышлар аларда булгач, алар төрле текстны язып, шундый подкастларны чыгара алалар. Булды, дөресме? Бик яхшы, дөрес татарча фикерлисең. Генерировать итәләр дигән сүзне алыштырырга була. Ясый алалар, безнең тавышны ясый алалар, безнең тавышны булдыра алалар. Калганы дөрес. Афәрин сиңа. Рәхмәт. Әйдә, тагын бер сорау бирим инде. Акыллы динамикны кулланасызмы? Әлбәттә, без өйдә акыллы динамикны кулланабыз. Без аннан җыр куерга сорыйбыз, без погода турында беләбез акыллы динамиктан. Без акыллы динамиктан погоданы һәм музыканы сорап, ул безгә куя. Дөрес дияргә була. Ягъни мин синең нәрсә турында әйтергә теләгәнеңне аңлыйм. Фикереңнең артыннан ярып барам. Погода сүзен татарча әйтик. Погода сүзенең бик яхшы. Һава тормышы, әле генә искә килде. Һава тормышы. Бу бик кызык вариант. Һава тормышы, жизнь погоды. Без әйтәбез һава торышы дибез. Торышы. Состояние погоды, состояние воздуха, анда М хәрефе юк. Һава торышы. Әйе, дөрес, әйе. Һава тормышы. Бәлки бардыр шундый кыз, кемнең я хатын, кемнең исеме Һава. Һәм аның тормышы турында миңа бик кызык белергә акыллы колонкадан. Әйе, андый татар исеме бар, Һава. Адам белән Һава хөрмәтенә бит инде әле һаманда хатын-кызларга ул исемнәрне бирәләр. Нинди дә булса Һава исемле кызның тормышы турында мемуарлар сиңа кызык булыр иде, минемчә. Әйе. Айнур, бүгенгә җитәр. Айнур, я думаю, на сегодня хватит. Мы изучили очень много слов. Давай сейчас повторим вместе, что мы сегодня нового узнали. Ясалма — интеллект. Яки ясалма — фәһем. У нас искусственный интеллект. Нейросеть. По-татарски назовем нейрошелтәр. Голосовой помощник. Тавышлы ярдәмче. Умная колонка, акыллы колонка, яки акыллы динамик. Генерация изображений. Рәсем ясау, яки сурәт булдыру. Еще больше вы можете узнать на сайте Айда онлайн. А также во всех наших социальных сетях, если вы смотрите видео-версию нашего подкаста, то они под видео в описании, либо в закрепленном комментарии. Ну а с вами были ведущие подкаста Римма Һәм Айнур. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз, ясалма интеллектны кулланыгыз. И угадайте, с вами были настоящие Римма и Айнур или наши нейроизображения? Или наши нейроизображения, вот так надо было сказать. Әйе, угадайте. Сәләмәт булыгыз. Айда подкаст. Учим татарский.